Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Или, как говорят у нас в Москве, хайрли киш, кадерле дуслар. Прежде всего, в самом начале нашего вечера мне бы хотелось поздравить всех с праздником. С праздником музыкантов, которые находятся здесь на сцене, осветителей, билетеров, режиссеров, зрителей. От всей души, дорогие друзья, поздравляю вас с праздником. Я надеюсь, вы знаете, какой сегодня праздник. Сегодня у нас праздник настоящего джаза. Именно так. Мы приветствуем вас на блистательном, юбилейном, праздничном вечере замечательного музыканта, дирижера, аранжировщика, мэтра казанского джаза Анатолия Александровича Василевского. Секунду. А весь вечер сегодня с вами будет заслуженная артистка республики Лилия Апакова. И литератор, композитор, режиссер, лауреат премии Союза писателей, Всесоюзного конкурса артистов эстрады, лауреат первого Всесоюзного фестиваля студенческих театров эстрадных миниатюр, а также обладатель премии «Песни года» и «Золотой теленок» Семен Каминский, конечно же. Весь вечер на праздничной сцене филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Ну и, конечно же, главный герой юбилейного вечера – сам виновник торжества. Пожалуйста, представляйте. Анатолий Василевский, заслуженный деятель искусств Татарии. Анатолий Василевский, профессор, заслуженный деятель искусств Татарстана, юбиляр. Прошу вас, прошу. И сейчас мы услышим настоящие звуки джаза.
С юбилеем вас! Поздравляем! Дорогие друзья, юбиляра поздравляют заместитель министра культуры Республики Татарстан Светлана Глебовна Персова и художественный руководитель Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, профессор Айдар Файзрахманов. Пожалуйста. Светлана Глебовна, прошу вас. Уважаемый Анатолий Александрович, позвольте сердечно поздравить вас с этим знаменательным юбилеем и передать вам слова самых искренних поздравлений от Министерства культуры и от министра культуры Республики Татарстан. Позвольте, я зачитаю его поздравления. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие джазового искусства в Республике Татарстан. Великолепный знаток истории и теории джазовой музыки, широкопрофильный практик, искусно владеющий различными джазовыми технологиями, вы являетесь достойным продолжателем лучших джазовых традиций, заложенных Олегом Лундстромом. Под вашим руководством филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан стал одним из самых востребованных коллективов республики и успешно сотрудничает со многими известными джазменами и джазовыми коллективами. Уважаемый Анатолий Александрович, в этот знаменательный день позвольте выразить вам огромную признательность за большой вклад в развитие джаза и музыкального искусства в нашей республике, пожелать вам благополучия, творческих успехов, крепкого здоровья и долголетия. Я буду немножко неофициальный, потому что я артист прежде всего. Поэтому я хочу подарить вот этот букет Анатолию Александровичу от имени руководства филармонии, от имени всех артистов филармонии, от всех служащих и работников филармонии, потому что мы встречаемся каждый день. И вот последние 10 дней филармония живет джазом. Джаз звучит здесь. Я закрываю двери, бесполезно. Джаз звучит в фойе, репетитории, гримерных, везде джаз. Поэтому у нас сегодня день джаза, юбилей Анатолия Александровича. Давайте поаплодируем, пускай он молодеет. Я еще хочу сказать, что нынешний сезон – это юбилейный сезон. Мы здесь отмечали 55-летие наших артистов, мы здесь отмечали мое 60-летие. Мы сегодня отмечаем 75-летие Анатолия Александровича, мы отметили 80-летие Ильхама Шакирова. Мы здесь в рамках филармониады отметили 100-летие Владимира Зельдина. Поэтому по сравнению с Владимиром Зельдиным он еще молодой. Давайте поаплодируем. Анатолий Александрович, я хочу сказать, здесь проходит много джазовых концертов, и как только выходит Анатолий Александрович на сцену, сразу чувствуется, что у него есть своя публика. Это особенная джазовая публика. Пожелаем ему долгих лет жизни, пускай он нас все время радует. Спасибо вам за то, что вы есть, и что вы во главе вот этого великолепного молодого филармонического джазового оркестра Республики Татарстан. С праздником! За заслуги в области музыкального искусства Республики Татарстан и в честь 75-летия со дня рождения Анатолий Василевский представлен к награде благодарности президента Республики Татарстан. Поздравляем! Спасибо большое нашим дорогим гостям. Благодарим. Прожитые годы оставляют воспоминания, фотографии, вещи, с которыми нам не хочется расставаться, ведь это своеобразный виртуальный музей. Такие музеи открываются для широкой публики в особых случаях, по торжественным датам. И сегодня как раз такой случай. Вы знаете, мы сейчас вместе с вами
вместе с вами мы пройдемся по виртуальным залам этого музея. И давайте заглянем на первую экспозицию, которая называется «Начало, начало». Маэстро, подскажите нам, а что было в самом начале, с чего все началось? Все началось с баяна. Вот так, друзья. Маленький поселок Плесецк в Архангельской области, где жила дружная семья Василевских. Сыновья росли с музыкой в доме, и старший из сыновей, Толя, с малых лет играл на гармошке, а потом освоил и баян. В 1956 году он поступил в Архангельское музыкальное училище, и его первый педагог по баяну был Василий Павлович Плетнев, отец знаменитого пианиста и дирижера Михаила Плетнева. Видите, в противовес старой русской приговорке «большой, а без гармошки» Анатолий Александрович был маленький, но уже с гармошкой. И в 1958 году произошло одно очень важное событие в его жизни. В местечко, где они жили, приехал оркестр под управлением, ну, можно так сказать, нашего земляка Олега Лундстрома. И это произвело на Толю неизгладимое впечатление. Он заболел джазом. Именно здесь началась его джазовая карьера. И вы знаете, вот той ниточкой, которая связывает те времена, когда он впервые услышал Олега Лундстрема, и сегодняшний день, служит одна маленькая пластинка, выпущенная в те годы, и у Толи эта пластинка хранится до сих пор. Пластинка с записью пьесы татарского композитора Алмаза Манасыпова, которая сейчас и прозвучит именно в его аранжировке. Композиция, которая называется «Мечты». Я думаю, что это те самые мечты, которые все-таки сбылись у этого мальчика из Плесецка.
Это был Сергей Баулин. Ну а мы тем временем приглашаем вас в следующий зал нашего виртуального музея, который называется «Казань. Начало». Название, конечно, простое, но история появления Анатолия Василевского в Казани необычна. Мечтая встретиться в Казани со своим кумиром Олегом Лундстромом, Анатолий Александрович решает поступать в Казанскую консерваторию. Но на вступительные экзамены он опоздал. В Казанскую консерваторию парнишка со стареньким чемоданом и баяном попался на глаза ректора консерватории Назиба Гаевича Жиганова. И именно он заставил приемную комиссию прослушать паренька. Так Анатолий Василевский становится студентом Казанской консерватории. Но не все так складывалось хорошо, как ему хотелось. В консерваторию он поступил, а вот с Олегом Леонидовичем Лундстромом встретиться не удалось. К этому времени Олег Леонидович уже был призван в Москву, стал там выступать. Единственное, что как-то утешало, что лундстромовцы старые, у них были здесь семьи, они часто сюда приезжали, кто-то остался работать. И Толя частенько с ними встречался, беседовал, выклянчивал аранжировки. Я правильно говорю? Ну, вообще надо сказать, что 60-е годы это был такой рассвет вроде слегка подпольный, поскольку как-то джаз не очень приветствовался, но тем не менее появлялся в Казани на всех площадках, в кино, в ресторанах, в кафе, в самодеятельных клубах, везде, буквально везде звучал джаз. И еще первокурсником, когда был Толя на первом курсе консерватории, его уже приметили и пригласили первокурсника возглавить оркестр в Доме культуры имени Десятилетия Татарии. А потом этот оркестр переехал в другой Дом культуры, в ДК имени Ленина. И вот тогда на первом курсе это был первый биг-бенд молодого Анатолия Александровича Василевского. И все-таки с Олегом Лундстромом ему удалось встретиться. Как-то, значит, Лундстром был в Казани и собрался в кино, и как раз посмотреть кино хотел в этом Дворце культуры Ленина. Ну и шел, значит, в кино, и вдруг услышал репетицию джазовую. Заглянул в репетиционный зал и так в кино не пошел. Так и остался на репетиции до конца. Репетицию, да. Ему было так приятно, что молодежный коллектив так репетирует. Ну и познакомились как раз в этот день они, Анатолий Александрович и Олег Леонидович, познакомились. Ну, кстати, маэстро оставил несколько хороших оркестровок, и в том числе ноты Глена Миллера. Мы снова вместе. Да, и вот вы знаете, сейчас мы как бы протянем ниточку от той встречи Толи с Олегом Леонидовичем Лундстромом, потому что сейчас здесь будет привет как раз от оркестра Олега Лундстрома. Здесь на сцене появится солист этого оркестра, заслуженный артист России, лауреат Международного джазового фестиваля в Монтрео, солист оркестра Олега Лундстрома Юрий Шихин. Встречаем! Он как раз подготовил специальный репертуар. Первая песня, которую он исполнит, называется «The best is yet to come». Все лучшее, Анатолий, у тебя еще впереди. You came alone and everything to hum. Still it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you had seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You had seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't that be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly.
we only tasted the wine. We're gonna drink that cup dry. Wait till you charm the right for these time truths around. You think you've seen the sun, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and baby, won't that be fine? Best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine, and you're gonna be mine. Спасибо. Спасибо огромное. Сейчас мы исполним еще одно произведение. Вторая песня тоже Толе посвящена, да? Да, И конечно, называется каждый она день. «Каждый день у Каждый меня день. блюз». Каждый день. Every day I have the blues. Every day. Every day, every day I have the blues, yeah. Every day and every night, every day I have the blues. So when you see me worried, baby, because it's you I have to lose. Nobody loves me, no, nobody seems to care. How nobody loves me, no, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, will you know I had my share? I'm gonna pack my suitcase, moving on down the line, yeah. I'm gonna pack my suitcase, moving on down the line. Well, there ain't nobody worried, well, there ain't nobody crying. Every day I have the blues. Every day and every night, every day I have the blues. So when you see me worried, baby, because it's you I had to lose. I'm gonna pack my suitcase, moving on down the line, yeah. I'm gonna pack my suitcase, moving on down the line. Well, there ain't nobody worried, well, there ain't nobody cry. Nobody loves me, no, nobody seems to care. Nobody loves me, no, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, will you know I had my share? Спасибо. Заслуженный артист России Юрий Шихин.
60-е годы характеризуются бурным всплеском художественного творчества в студенческой среде. Именно тогда и возник студенческий театр эстрадных миниатюр. Ну а самой яркой, авторитетной и талантливой фигурой стемовского движения был Семен Каминский, художественный руководитель стема КАИ, почетный выпускник КАИ. Семен Матвеевич, вам слово. Спасибо большое. Прежде чем я возьму слово, я хотел бы показать несколько кадров. Я нашел уникальные кадры нашего стема, которые имеют прямое отношение к сегодняшнему юбиляру. Вы его увидите в том виде, в котором, я уверен, вы никогда его не видели. Я попрошу, будьте добры, покажите нам, пожалуйста, эти кадры. Запишется на лекциях, заглянула, он рисует, мастер вперед проекция. В Москве состоялся фестиваль лучших студенческих эстрадных театров страны. Связь луною установили, и ракету подсадили. Поднимайся на Луну, поднимайся в целину. Вглядитесь в это удивительное, обаятельное, доброе лицо, светлое, улыбчивое. Это и есть лицо настоящего джаза. Именно джаз, такой веселый, улыбчивый, добрый, отзывчивый. Толя Василевский, он и есть сам джаз. И я сегодня в его день рождения хочу низкий поклон ему передать. Да, у нас и до него был оркестр в стеме, но с его приходом оркестр стал другим. Рука мастера навела шороху. Кстати, когда мы приехали в Москву на фестиваль, а в жюри были такие люди, председателем жюри был Аркадий Исаакович Райкин, в жюри был легенда джаза советского Александр Наумович Фасман. Фасман подошел ко мне и говорит: я просто обалдел. И он затащил Толю домой, они долго там беседовали, и немножко это самое. Ну, в общем, остались очень хорошие воспоминания. Ну и сейчас на сцену хотел бы пригласить еще одного дорогого гостя юбилейного вечера. Это первый председатель Ростовского джаз-клуба и автор-координатор международных фестивалей «Джаз по-ростовски» Рафаил Хайрулович Туишев. Прошу вас. Добрый вечер. И сам, миссис. Кратко, сестра таланта. Я постараюсь быть кратким. Это приветствие. Чтобы сократить, я его зачитаю. У тебя нет возражений, Толь? Заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан, профессору кафедры эстрадно-джазовой музыки Казанского университета культуры и искусств, товарищу, не господину, как принято, товарищу Василевскому, уважаемый Анатолий Александрович, от всего сердца поздравляю вас с 75-летним юбилеем. Время идет. Не так часто кому-то сейчас можно сказать: я знаю тебя полвека. Мы знакомы с середины второй половины 60-х годов 20-го столетия, со времен Куйбышевского фестиваля, или фестиваля во множественном числе, который проводил клуб ГМК-62. Приняв эстафету у великого Олега Лунстрема, Виктора Деринга, вы не дали джазу исчезнуть даже в суровые времена гонений. Патриарх казанского джаза, вы посвятили свою жизнь популяризации прекрасного искусства джаза, организуя и участвуя во множестве замечательных и известных джазовых фестивалей и концертов, участниками которых становились многие мастера российского и зарубежного джаза. Вся ваша творческая жизнь связана с биг-бендами, составы и названия которых, конечно же, менялись, но уровень профессиональный был всегда неизменным. Вас пригласили возглавить Государственный филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. В 2013 году оркестр был приглашен принять участие в 10-м юбилейном международном фестивале «Джаз по-ростовски» 10 лет спустя. Вы поддержали эту идею, и оркестр успешно выступил с концертами в столице Южного федерального округа Ростове-на-Дону,
из столицы Донского казачества в городе Новочеркасске. Сегодня этот замечательный коллектив по праву можно назвать музыкальной карточкой Республики Татарстан. Нет, без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Сегодня вы профессор Казанского университета культуры и искусств. Более 20 лет преподаете джазовые дисциплины в детской музыкальной школе имени Олега Лундстрема. Вы вырастили целую плеяду казанских музыкантов, достойно представляющих Республику Татарстан в лучших джазовых коллективах нашей страны. За все спасибо тебе, дорогой друг. От всей души желаю тебе, твоим родным и близким уму и сердцем людям, сил и творческих идей, безусловно, здоровья. Дай Бог нам, твоим друзьям и коллегам, вновь увидеться вместе и сказать, как мы уважаем друг друга и что нам есть что вспомнить. Желаю здравствовать во славу синкоп, диезов и продолжительных ферматов. Спасибо большое. Спасибо за поздравления. Тут про столетия говорили. Вот в юбилейном адресе просто герб России. Там нет 75, 65. Сколько Бог дал каждому из нас, то и должно быть. И последнее тебе пожелание. Мне 1 мая 76, вам понятно? Ему 75, я немножко старше. Я написал книгу и издал. Называется она «Джаз по-ростовски. Время, дата, имена». Уважаемый мой друг, найди время и желание. Страна должна знать своих героев, тем более Казань. Олег Лундстрем, и мне не надо больше на эту тему говорить. И для меня эта фамилия родная. Займись и вот этим делом. И вот это будет настоящая история. Я с удовольствием это вручаю тебе. И фотография биг-бенда, с которым вы выступали в Ростове. Они работали во второй концерт на одной сцене с академик-бендом Анатолия Шеровича, маэстро, общеизвестного Кролла. Спасибо вам всем за то, что вы цените джаз. Спасибо за поздравление и подарок, Рафаэль Хайрулович. Благодарим вас. Пришло время пригласить на сцену художественного руководителя и дирижера Большого джазового оркестра «Академик Бенд». Пианист, композитор, продюсер международных джазовых фестивалей, член комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, народный артист России, профессор Анатолий Кролл. Спасибо, дорогие мои, спасибо. Спасибо. Видите, редко видимся, поэтому вы так хотите меня поотбодрить. Ну что, я думаю, что мы все исправим. Дорогой Анатолий Александрович, во-первых, рад вас видеть. Во-вторых, рад вас видеть, не просто видеть, а видеть вас в добром здравии и в добром творческом здравии. Поэтому я считаю, что вы еще далеко не безнадежны у нас. Я это говорю как человек, который будет тоже встречать 72-ю годовщину своей жизни через неделю. Вот. Но, честно говоря, у меня такое ощущение, что у меня впереди еще столько же. Я вам этого тоже пожелаю. Ладно? Ну, а сейчас я бы хотел сказать слова, которые меня попросили сказать мои коллеги в Москве. Анатолия Василевского в Москве очень хорошо знают многие годы, знают вообще фамилию Василевских. Владимир Василевский, с которым я сотрудничал в свое время, Анатолий Василевский, с которым мы периодически встречаемся. Я очень уважаю этого замечательного музыканта за его преданность очень трудному делу, каким является руководство таким коллективом, как Большой джазовый оркестр. Однако, что бы я хотел сказать от имени моих коллег. Дирижеру филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, заслуженному деятелю искусств Республики Татарстан, профессору Анатолию Александровичу Василевскому. Дорогой Анатолий Александрович, сердечно поздравляем вас с 75-летним юбилеем. Вот уже 5 лет, как вы заслуженно являетесь почетным членом клуба джазменов-семидесятников.
Высоко ценим вашу многолетнюю преданность джазу и, несомненно, большой вклад в развитие джазовой музыки в Татарстане. Многие из нас с благодарностью вспоминают незабываемую радость нашего творческого и дружеского общения на Казанской земле и в Москве. Твердо уверены, что ваш природный творческий талант и богатейший опыт позволят вам еще долго и плодотворно творить на ниве всеми нами любимого джаза. А значит, впереди еще предстоят многие прекрасные фестивали и концерты, и, конечно же, наши теплые дружеские встречи. Перефразируя известное изречение нашей молодости, мы можем сегодня с уверенностью сказать, когда мы говорим «Казань», то всегда подразумеваем Анатолий Василевский и джаз. А когда мы говорим «Анатолий Василевский», то всегда подразумеваем Казань и джаз. Искренне желаю вам долголетия, новых творческих радостей и дальнейшей любви ваших почитателей. От имени творческой секции джазовой музыки Московского союза композиторов, ее председатель, народный артист России, член комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, профессор Анатолий Крол. Ну и я хотел бы еще преподнести Анатолию Александровичу юбилейный буклет, который был сделан мной еще в юношеском возрасте, то есть 2 года назад, в 70 лет мои. Накануне я уже 72-летие. Но тем не менее, там очень много из того, что Толя узнает, посмотрев на этот, так сказать, альбом. Ну и я полагаю, что жизнь продолжается, и я вправе вручить вам следующий альбом, когда мне будет 75. Вот, а вам будет, соответственно, так сказать, дальше. Вот. И одним словом, давайте все хорошее продолжим. Все, спасибо большое за внимание. Вам. Да, да. Спасибо. Все ему. Дорогие друзья, ну, наверное, вы уже, так сказать, слышали, знаете или смотрели в титрах фильма «Мы из джаза», что я имел отношение к созданию этого фильма. Мне бы сейчас хотелось сыграть небольшую композицию. Она как бы является увертюрой этой картины. Тогда, когда нашего героя выгоняют из музыкального училища за тлетворное влияние. Кстати, я абсолютно этот же путь проделал в свои 16 лет. Также был выкинут за пределы, за тлетворное влияние, увлечение, так сказать, западной музыкой. Вот. Но тем не менее, и когда нашего героя спросили, что же он все-таки на этом суде хочет сказать, последние слова, что он сказал? «Я буду играть джаз». Так и называется эта композиция.
Спасибо, дорогие друзья. А вы не позволите еще пару минут задержаться на сцене? Да? Спасибо. Но я хотел бы все-таки чуть-чуть еще продолжить мое, так сказать, джазовое угощение Анатолию Василевскому. Еще небольшими цитатами из моих киноработ, но в данном случае это будет следующий после моих джаза фильм, был «Зимний вечер в Гаграх». Я надеюсь, вы этот фильм помните. Да? Ну и сейчас я вам сыграю лейтмотив этой картины. Это по существу танец Гауча, который был лейтмотивом всей жизни замечательного артиста, которого потрясающе сыграл Евгений Александрович Евстигнеев и станцевал Аркадий Насыров. И вот этот танец Гауча, я его немножко развил в инструментальном плане, я сейчас хочу предложить вашему вниманию. Танец Гауча. Народный артист России Анатолий Крол. Спасибо. Это все ему. Я только с вашего согласия. Толечка. Спасибо. Спасибо. Будем экономить время. Ну, какой же джазовый концерт без блюза? Вы согласны, да? Причем блюз – это такая форма музыки, придуманная специально, чтобы отвечать на любое состояние души. Когда грустно – блюз, когда совсем плохо – тоже блюз, когда радостно – тем более блюз. Я думаю, что сегодня у нас повод для того, чтобы именно радоваться, поздравить нашего друга. Я с удовольствием сыграю в его честь праздничный блюз. Можно? Спасибо.
Два Анатолия. Анатолий Кролл, Анатолий Василевский. Анатолий Ашельевич, еще поклониться. Дорогие друзья, у меня такое впечатление, что нам с вами необходимо встретиться еще раз, а может быть и не еще раз. Как говорят на Руси, еще раз, еще много-много раз. Дорогие друзья, мы перемещаемся в следующий зал виртуального музея. Вы знаете, мне сегодня здесь так легко работается, я чувствую себя просто как дома, поскольку почти со всеми из тех, кто сегодня на сцене, у меня связано огромное количество воспоминаний в жизни. Я работал вместе с Анатолием Кроллом в его оркестре, ну уж не говоря про Толю Василевского. И я очень рад, что сегодня звучат столько теплых слов в его адрес. Вообще-то, честно говоря, юбилей – это очень серьезное испытание. Ты как, пока еще терпишь? Конечно. Понятно. Знаете, юбилей – это почти похороны. Разница только в том, что там приносят четное количество цветов, а здесь нечетное. Мы открываем следующий зал музея, который называется «Знаем мы вашего брата». Речь идет о замечательном музыканте, об еще одном Василевском, которого звали Владимир. Младший брат Толина. Ну, я с Володей тоже работал вместе в оркестре Юрия Сергеевича Саульского. И он всегда там, ну, после главного дирижера Саульского был самой главной фигурой. Потрясающий совершенно музыкант, который, как ни странно, обычно все-таки старшие братья больше влияния оказывают на младших. А в данном случае Володя очень много своего привнес в жизни, в работу Толи. К сожалению, безвременно он ушел, но его музыка и память о нем навсегда осталась. И сегодня мы будем слушать пьесу, которую написал Володя. И вы знаете, так приятно. Я знаю, что здесь в зале очень много моих друзей. И друзей Толи, с которыми мы были в стеме. И на сцену выйдет солист, прекрасный музыкант, который тоже играл у нас в стеме. Мы будем слушать элегию, а солировать будет прекрасный музыкант Вячеслав Карасев. Причем вот Толя добавляет, что пьеса эта, элегия, была написана именно для этого музыканта. Вячеслав Карасев.
Вячеслав Карасев, Москва. Вячеслав Карасев. Уильям Хэнди, Сент-Луис Блюз. Солист, заслуженный артист Республики Татарстан Роман Мударисов. Заслуженный артист Республики Татарстан Роман Мударисов. И маэстро Анатолий Василевский.
Дорогие друзья, наше музыкальное поздравление продолжается. Сегодня в юбилейном вечере принимает участие известнейшая джазовая певица Лилия Чугунова, которая многие годы являлась солисткой джазового оркестра при кинематографии республики под управлением Виктора Деринга. Певица успешно сотрудничает с маэстро Анатолием Василевским, выступая в концертных программах филармонического джаз-оркестра. Итак, встречайте заслуженная артистка Татарстана Лилия Чугунова. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Александрович, я вас люблю, уважаю и всю жизнь буду любить. Я вас поздравляю с вашим великолепным праздником. Хороший возраст. Согласитесь. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. You look so legible and photographable, yet to my bed each walk of art. Is your figure lasting Greek? Is your mouth a little weak? When you are barely to speak, are you smile? But don't change it for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure lasting Greek? Is your mouth a little weak? When you are better to speak, are you smile? But don't change for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. It's the wrong time, it's the wrong place. Not to face this charming, it's the wrong face. It's not his face, but such a charming face. Then it's alright with me. It's the wrong time, it's the wrong place. Not to face this charming, it's the wrong face. It's not his face.
gentle and the wrong things. There are no teasing, but such a charming lips that it's alright with me. It's how happy I am that we meet. I'm strange and attracted to you. That's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone true? It's the wrong girl in the wrong shape. Two leaves are taken and the wrong leaves. There are no tease lips, but such a gentle lips that it's alright with me. It's alright, it's alright with me. It's alright. Спасибо. Лилия Чугунова. Лилия Чугунова. Спасибо большое. Спасибо. С праздником вас еще раз. Спасибо. Спасибо. Потихонечку перебираемся в следующий зал нашего виртуального музея, который называется «Птенцы Василевского гнезда». Если бы вот собрать всех музыкантов, которые вышли из этого гнезда, я думаю, что в этом зале не хватило бы места. И я сейчас хочу представить одного из таких птенцов. Сергей Баулин. Спасибо. Добрый вечер. Я вообще начал работать в 2000 году с Анатолием Александровичем в его оркестре «Синтез Бенд». Это был первый, кстати говоря, джазовый профессиональный биг-бенд, в котором я начал работать. И огромное спасибо хочу сказать Анатолию Александровичу за те знания, основы оркестровой игры, которые я получил. И замечательный был оркестр, кстати, должен сказать. Лучшие музыканты были города, там работали. Зарплата, кстати, хорошая была. Буфет был отличный. Да, Андрей? Вот, но я хочу сказать спасибо не только за это, и, наверное, не столько даже за это Анатолию Александровичу, а за его любовь и преданность вот этому искусству джаза, оркестрового джаза особенно. Особенно сейчас я вот могу с полной ответственностью сказать, что Анатолий Александрович у нас единственный человек в этом городе, в Казани, который действительно любит и знает оркестровый джаз. Вот. И
Хочу как раз за это его поблагодарить, за эту любовь и преданность музыке, которую он пронес через всю свою жизнь. В самые лучшие и худшие времена. Спасибо, Анатолий Александрович. Сергей Баулин. Сергей Баулин. Его музыкальный отец Анатолий Василевский. Сергей, на сцену, пожалуйста. Сергей Баулин. Дорогие друзья, судя по вашим аплодисментам, вы не хотите, чтобы Сергей Баулин ушел со сцены. Все, как вы сказали, так и будет. Сергей Баулин остается на сцене, а к нему сейчас присоединится его товарищ. Знаете, конечно, все рейтинги носят условный характер, но я от многих очень слышал, что едва ли не лучшим пианистом в Казани
был человек, которого зовут Сергей Руденко. Потрясающий совершенно музыкант, чье мастерство роднит его с такими корифеями, как Даниил Крамер. И сейчас мы увидим выступление музыкального тандема. Сергей Баулин и Андрей Руденко. Дорогой Анатолий Александрович, замечательный праздник. Замечательно, что если джазмены минуют 30-летний рубеж, обычно они живут долго. Я вам искренне этого желаю и лет достаток. Вы настоящий стайер, не спринтер. Всем, так сказать, своим жизненным путем это доказали. Мы вас любим и долгих лет вам жизни. Музыкальной и всякой разной другой.
Сергей Баулин, Андрей Руденко. Сергей Баулин и Андрей Руденко. В завершении первого отделения прозвучит еще одно замечательное произведение Владимира Василевского, вариации в стиле фламенко для 8 труб. И к филармоническому джаз-оркестру республики присоединяются солисты оркестра Казанского высшего военного командного училища, дирижер, народный артист Республики Татарстан, подполковник Ян Орехов. Добрый вечер, уважаемый Анатолий Александрович. Может быть, не все знают, но многие годы Анатолий Александрович посвятил в том числе и военному оркестру. Я, будучи еще курсантом, сидя вот в таком оркестре, играл музыку Василевских, братьев Василевских. Потому что на сегодняшний день мы до сих пор с большим удовольствием играем ваши аранжировки, они в нашем репертуаре, и мы этим очень гордимся. И сегодня прозвучит на вашем юбилее ваша же аранжировка. Ну и за честь ваших заслуг приказом начальника гарнизона вы награждены юбилейной медалью танкового училища. Как обмывать, знаете, медаль? Как обмывать, знаете?
Дирижер, народный артист Татарстана Ян Орехов. Дорогие друзья, узнаете? Старенькая спидола. It is Willis Conver. This is Music USA from the Voice of America. Вот таким хрипловатым голосом начинались передачи, которые в 11 часов вечера слушал каждый джазмен, живущий в Советском Союзе, каждый, кто любил джаз и хотел его услышать. И эта тема, которую мы сейчас услышим, уже больше полвека является гимном всех джазменов мира.
Дорогие друзья, мы продолжаем юбилейный праздничный вечер заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, профессора, маэстро Анатолия Василевского. На сцене филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан и заслуженный артист России Юрий Шихин. And now the hand is near, and so face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I believe the light is full, I'll travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had of you, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exception. I've planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Every time I'm showing you when I bit off more than I could chew, but through the door that was down, I let it up and spit it out. I faced it all when I stood tall and did it my way. I've loved and cried. I had my fear, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think how did all that, and may I say that in a shy way, oh no, not me, I did it my For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. In other words, oh, what you need, the record show I took the blow. Анатолий Василевский
это был его непростой путь. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes. I'm longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that does not sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. This little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I wanna wake up in a city that does not sleep and find another one, top of the list, king of the hill, another one. This little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. Спасибо. Дорогие друзья, я очень рад сегодня присутствовать на концерте. И для меня большая честь петь для Василевского Анатолия Александровича. Спасибо вам огромное, Анатолий Александрович. Я очень тронут. Дай вам Бог здоровья, удачи, многих лет жизни. Спасибо. Юбиляра поздравил Юрий Шихин, город Москва. Да что я вот. Слово для поздравления предоставляется первому проректору Казанского государственного университета культуры и искусств профессору Павлу Петровичу Терехову и декану факультета музыкального искусства Светлане Геннадьевне Додоновой. Пожалуйста. Дорогой Анатолий Александрович, коллектив Казанского государственного университета культуры и искусств, все студенты, все преподаватели сердечно поздравляют вас с таким замечательным юбилеем. Дорогие друзья, вот 10 лет назад под руководством этого человека была создана новая кафедра, кафедра эстрадно-джазовой музыки. Создано новое направление эстрадно-джазовой музыки и инструментальной, и вокальной. И вот благодаря Анатолию Александровичу, благодаря ведущим джазовым музыкантам города Казани у нас воспитываются замечательные музыканты, которые уже несколько выпусков, и они теперь уже работают, играют в ведущих коллективах России и за рубежом. Анатолий Александрович, большого вам счастья, здоровья, талантливых учеников. Университет гордится вами.
Антон Александрович, вас любят студенты, вас любят коллеги. Здоровья вам крепкого, творческих успехов. Мы вас любим. Спасибо большое нашим уважаемым гостям. Но мы продолжаем. Мы по-прежнему с вами находимся в зале птенцы гнезда Василевского. Итак, 1969 год в Казани был построен Дом культуры химиков. Анатолию Александровичу предложили тогда создать эстрадный оркестр, на что, конечно, маэстро с радостью согласился. И на четверть века жизнь Анатолия Василевского будет связана именно с этой сценой. Вообще работа была своеобразная. И оркестр был своеобразный. Все числились рабочими шлифовальщиками. Ну, Толя был слесарь 5-го разряда. А что, вполне, да? Вот. Конечно, оркестр при заводе выполняет определенные функции, демонстрации, награждения, тушь и так далее. Ну, что ж, это была плата за то, что в другое время можно было играть джаз. Потому что можно было жить и играть, по-прежнему играть джаз. И Толя продолжал находить новых музыкантов, растить новых джазменов. И вот сейчас я попрошу выйти на сцену одного из его замечательных учеников. Мы сейчас послушаем композицию, которая называется «Перед рассветом». Правильно, да, Толя? Да. А исполнит ее, ну, вы сейчас сами все эпитеты скажете об этом исполнителе, Евгений Соколов.
Евгений Соколов. Евгений Соколов. Дорогие друзья, мы возвращаемся в виртуальный музей маэстро. Наступает новое время, и новый генеральный директор завода «Казань-Оргсинтез» Наиль Хабибович Юсупов возрождает культурные традиции своего завода. И в феврале 2000 года «Синтез Бенд» под управлением Анатолия Василевского вновь появляется на казанской джазовой сцене. А в качестве солистов с бендом играли выдающиеся музыканты. Игорь Бутман, Давид Голощекин, Владимир Данилин, Алексей Кузнецов. Приглашались и зарубежные исполнители. Многие казанские и не только казанские музыканты с гордостью говорят: мы играли у маэстро Василевского. И сейчас мы с удовольствием приглашаем на сцену солистку синтез-бенда, лауреат всероссийских и международных конкурсов Римму Шайхелову. Пожалуйста. Поздравляю вас с этой знаменательной датой и желаю вам счастья, здоровья, любви и процветания вам, вашей семье и вашему творчеству. Люблю вас очень, уважаю. Спасибо. Cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cry the river over you. Now you say I'm sorry. You're so beautiful. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cry the river over you. You draw me, nearly draw me over my head. Well, you never shed a tear. Remember, I remember all you say. Told me love was to oblivion. Told me love was ruining me. And now you say you love me. You just to prove you do. Well, you can cry.
Римма Шайхелова. Спасибо. Очаровательная Римма Шайхелова. Анатолий Александрович, вас пришли поздравить представители молодого поколения музыкантов, прошедших школу «Синтез-бенд». Это группа «Джайв» в составе Валерий Коротков, пианист, композитор, генеральный продюсер Международного фестиваля современной культуры в Казанском Кремле «Казан Кремлин Лайв», а вместе с ним известные музыканты Давид Ткебучава, барабанщик, и Станислав Колобанов, бас-гитара, а также солист оркестра Абдурашид Алавадинов. Анатолий Александрович, я буду краток. Много теплых слов, на самом деле, очень хочется вам сказать. Вы один из моих первых учителей, благодаря которому я начал заниматься джазом, открыл для себя эту прекрасную музыку. И тут сегодня я вспомнил, что 23 года назад я у вас начал в джаз-оркестре консерватории. Помните, у нас такой был. И фактически я понял, что на самом деле это был первый коллектив, в котором я заиграл джаз. То есть, благодаря вам вот все это со мной в жизни случилось по большому-то счету. Так что еще раз вот хочу вас обнять. И мы сейчас немножко пошалим, с вашего разрешения. Вы же знаете, что мы еще играем, кроме джаза, и фанк. И я думаю, что сейчас мы создадим такую атмосферу. И если вот ребята из оркестра нам помогут, вот я хотел бы Тимура Ахмедзянова попросить, Абдурашида Алавадина, мы сейчас чуть-чуть позажигаем. Это будет наш искренний подарок вам. Да, и еще хотел сказать, мы на самом деле не репетировали, как всегда у нас такой подход спонтанный. И вот сейчас мы за сценой увиделись с великолепным Андреем Руденко, который согласился с нами тоже поиграть, потому что мы решили, что немного джем-сейшена такого фанкового совсем даже не помешает. То есть этот проект, который вот прямо на ваших глазах сейчас рождается, Андрей Руденко, наш большой друг и великолепный пианист.
Джайв, Валерий Коротков, Станислав Колобанов, Давид Кебучава. Абдурашид Алавидинов, Андрей Руденко. Эстафету музыкальных поздравлений мы передаем представительнице молодого поколения казанского джаза. Она является студенткой Московского государственного университета культуры и искусств. Лауреат международных и всероссийских джазовых фестивалей Юлия Хусаинова. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я хочу поздравить моего
любимого человека, который сыграл очень важную роль в моей жизни. Человек, который научил меня чувствовать эту замечательную музыку. Я поздравляю вас с вашим юбилеем, желаю всего самого хорошего, счастья, всех вам благ, долгих лет жизни. Я всегда ваша. Люблю вас! Music is the world within itself. We will language will understand. We will make an opportunity for all to stand, dance, and clap the hand. But just because a ruckus has a groove, don't make it a groove. Turn it away and let it aid when the people stop to move. They can feel it's our love. They can feel it's our love. People. They can feel it's our love. They can feel it's our love. People. No. Music knows it isn't always well. They want another now, it's just for quit. Forget your summer music pioneers. We time and not allow is to forget. Yeah, we set your middle, set your and dog in the roster too. And then the voice like it's ringing out when there's no one can lose. They can feel it's our love. Feel it's our love, people. They can feel it's our love. Yeah, they can feel it's our love, people. No. Feel it's our love. They can feel it's our love, people. They can feel it's our love. Woo! They can feel it's our love, people. No. Лауреат всероссийских и международных джазовых фестивалей Юлия Хусаинова. И в завершение нашей юбилейной программы мы представляем вам еще одного дорогого гостя, Вадим Эйленкрик. Вадим играл в лучших джазовых оркестрах столицы, и в Гнесинском биг-бенде, и в оркестре Олега Лунстрома, и в биг-бенде Анатолия Кролла. 2013 год для Вадима ознаменован новым амплуа ведущего грандиозного шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура». Итак, встречайте, впервые на филармонической сцене Вадим Эйленкрик.
Вадим Эйленкрик. Вадим Эйленкрик.
Дорогие друзья, я вижу, что мы все отлично просто подготовились к финалу концерта. Но перед финалом мне бы хотелось не по сценарию, а лично от себя сказать несколько слов моему старому, доброму другу. То, что доброму, и то, что другу хорошо, то, что старому, ну, потерпим. Толя, вот я, когда уже во взрослом возрасте был, что-то мне пришла в голову такая сомнительная мысль. Почему все-таки советская власть с некоторым подозрением относилась к джазу? И мне показалось, знаешь, что дело в чем? Мне кажется, что джаз – это идеальная модель коллективной свободы. Той самой коллективной свободы, когда есть общественный договор между всеми. Есть квадрат, есть тема, но в рамках этой общественной свободы каждый имеет свою личную свободу. Согласишься? Абсолютно. И в этом смысле, именно в этом смысле, о котором я говорил, Толя, он у нас в определенном смысле борец за общую свободу. Толя, у меня есть тебе личный подарок, и очень неожиданный. Значит, в одном из своих зарубежных путешествий я случайно увидел очень забавный головной убор, и он мне понравился. Он назывался, это, значит, фирменный головной убор швейцарского машиниста. И я помню, что Толя, увидев его на мне, ему очень понравилось, и он сказал: можешь мне такой достать? Вы знаете, прошло много лет, я искал, не нашел. Толя, сегодня я эту головной убор передаю тебе. И я предлагаю тебе в качестве машиниста вести свой караван много лет. Но прежде чем ты его поведешь, я еще одно маленькое добавление сделаю. Недавно нашему с тобой очень хорошему другу Валерию Евгеньевичу Мишину, который здесь в зале, тоже исполнилось 75 лет. И я его поздравил, и я хочу, чтобы эти слова отнеслись и к тебе. 3/4 позади, да? 3/4. А что такое 3/4? Вспомните все, как мы себя чувствовали в школе, когда кончалась 3-я четверть. Это было замечательное время. Мы знали, что впереди еще всего 1/4, а дальше вечные каникулы. Толя, я тебе желаю прекрасной 4-й четверти. Какой оптимистичный финал у нас получился. Итак, машинист ведет свой караван.
юбилеем! С юбилеем! С Поздравляем! юбилеем! С юбилеем! С юбилеем! Дадим юбиляру 2 слова, дадим. Обязательно. Толя, скажи нам 2 слова и пообещай, что ты не бросишь этого дела. Я постараюсь не бросать этого дела. Еще бы я хотел поблагодарить наш... О! Жена пришла. Это ж надо. Спасибо, дорогая. Пришла жена и испортила всю ссылку. Благодаря этому человеку я здесь стою перед вами. Если бы не было ее, меня бы не было, наверное, сейчас здесь. И я еще хотел поблагодарить. Расступитесь, пожалуйста. Этот замечательный оркестр. Ребята, встаньте, пожалуйста, покажитесь. Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем вам здоровья, счастья. Приходите на наши концерты в филармонию. Завершается юбилейный вечер заслуженного деятеля Республики Татарстан Анатолия Александровича Василевского. Практически все участники юбилейной программы на сцене, но я с удовольствием представляю вам автора сценария и режиссера юбилейного вечера. Это заслуженный работник культуры Республики Татарстан Надежда Васильевна Будуленко. Вам аплодисменты, Надежда Будуленко. И художественный руководитель филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан Лидия Ахметова. И я представляю главных участников сегодняшнего концерта, наш зрительный зал, без которого то, что мы делаем, не имеет никакого смысла.